Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Новый татарстанский завод в Европе и совместные проекты в сфере сельского хозяйства. Я уверен, что сегодня пока еще запускается половина производства. О чем Рустам Минниханов уже успел договориться в Чехии, знает Сергей Хайдаров. На что уходят деньги? Пусть они конкретно расскажут, что это такое самообложение, для чего оно собирается. Почему жители Арска против программы по самообложению, разбиралась Анна Городнова. Действенная коммуникация. Значит, мы работаем не зря. Как мессенджер помогает устранять последствия метелей, узнал Дмитрий Аренин. В тесноте да в обиде. Вот тут вы пишете о том, что они выставили забор. Вместо обещанного парка под окнами казанцам обещают построить многоэтажки, из-за чего их жилой комплекс меняет обличие, выяснял Рамиль Шайдоля. Запуск завода в Европе, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, экономики и промышленности. Сегодня завершается визит Рустама Минниханова в Чехию. Туда он отправился накануне в составе межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Чехией. Большой событийный день вчера и переговорный сегодня. Станет ли Чехия для Татарстана еще одним окном в Европу? Ответ у Сергея Хайдарова. Na pódium přichází prezident Tatarské republiky, pan Rustam Минниханов. Пан Рустам Минниханов. Возможно, такое представление президенту услышать несколько непривычно. Зато открывать заводы Данафлекс не впервой. В сентябре 2018-го крупное производство запустили в Елабуге. Еще раньше 2 площадки в Казани. Теперь новая линия по производству гибкой упаковки начинает работу в чешском Простиеве. Татарстан – крупнейший производитель полимеров. И, конечно же, нам очень важно и в Татарстане его перерабатывать, и продвигать за рубеж. Данафлекс – крупнейший производитель полимера в России. На долю компании приходится 15% всего рынка страны. Трудоустроено 1200 человек. Это с учетом чешского производства. Это новое направление, которое одновременно дает синергию и российской промышленности за счет того, что будут поставляться гранулы полиэтилена из Татарстана, которые будут здесь перерабатываться уже в готовую продукцию. Более 18 лет являемся надежным партнером для наших партнеров, клиентов, мировых компаний, которые присутствуют в России. И теперь у нас появилась возможность приобрести новых клиентов, новых партнеров здесь, в Европе. О том, что экономические отношения между Татарстаном и Чехией укрепляются, лучше всего говорят цифры. Только в прошлом году товарооборот между республиками вырос на 41% и составил $632 миллиона США. Мы уже тесно сотрудничаем с чехами во многих направлениях. К примеру, в Праге есть татарстанское представительство, а из Казани в столицу Чехии летает прямой авиарейс. На руку. На руку. Тоже руку, да. Это площадка компании MSR Engines. Здесь выпускают моторные серфы. Рустам Минниханов все детально осматривает и тут же спрашивает у директора компании. Еще вопрос о возможности проведения в Казани этапа мирового чемпионата по мотосерфу. Ранее турнир проводился в Монако, Англии, США и Китае. Здравствуйте. Добрый день. А это уже Прага. Здесь тема промышленности сменилась сельскохозяйственной. Рустам Минниханов и главный аграрий Чехии Мирослав Томан обсудили, как наладить сотрудничество. Направление генетика, современные технологии, перерабатывающая промышленность. Мы самый крупный производитель молока в России. Поэтому нам очень хотелось бы тоже и в области сельского хозяйства выстроить наши отношения. В программе поездки президента участие в собрании межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Чехией. В завершении встреча с Милошем Земаном, президентом Чешской Республики. Сергей Хайдаров, ТНВ, Чехия. В Татарстане будут знать и отслеживать, кто товар произвел и куда продал. Республика внедряет систему продвижения своей продукции на рынке. Об этом сегодня сообщили в Казанском Кремле. Напомним, соответствующий указ накануне подписал Рустам Минниханов. Ожидается, система объединит работу маркетингового центра, электронной торговли и товарно-информационных площадок. Пока есть идея, сейчас ее кабинет министров, который предложил президенту подобную систему, этим вопросом занимается. Говорить о том, как это будет сформировано, что это за структура, пока рано.
Лежа на пляже Средиземного моря, можно будет проголосовать на праймерис, который проходит в Казани. «Единая Россия» переходит на высокие технологии. Сегодня в Иннополисе рассказали и показали, как это будет работать. Здесь собрались лучшие партийные IT-специалисты страны. О цифровой демократии Салават Мухаммадуллин. Прямо с телефона любой человек, находясь там, в любой точке мира, там, хоть в Америке, принять участие в предварительном голосовании. Хоть в путешествии или в пробке, в общем, не выходя из дома. Так, во время праймерис «Единой России» все желающие смогут выбрать кандидатов в кандидаты депутатов, допустим, Госсовета Республики. Такая цифровая демократия гарантируется технологией блокчейна. В течение всего мая на сайте предварительного голосования будет доступны личные кабинеты избирателя. Попасть в этот личный кабинет можно будет при помощи учетной записи портала госуслуг. Сделать это можно до 24 мая. Уже через 2 дня после этой даты пройдут сами праймерис. Специальный сайт запустили сегодня. Это один из главных партийных проектов в сфере IT. Не менее масштабный мониторинг нацпроектов. За каждым из объектов закрепляются по вертикали депутаты муниципального уровня, уровня субъекта Российской Федерации и федерального. Значит, у каждого из них персональное закрепление за объектами и мероприятиями позволяет им полностью контролировать пошагово ситуацию на конкретном объекте. В помощи проект «Избиратель-депутат». Это специальный сайт, на котором в виде соцсетей можно найти информацию о депутатах и там же связаться с ними. Это как раз та уникальная возможность достучаться, обещанное сделать, знать и быть в курсе нужд и чаяний избирателей той или иной территории. Все озвученные сегодня в Иннополисе проекты теоретически могут быть реализованы и использованы не только в работе партии, но и в рамках всей страны. По крайней мере, это опыт, которым здесь готовы делиться и который может быть полезен в любом случае. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Иннополис. Завтра в Казани большой день ЮНЕСКО. А сегодня открылся 4-й Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕСКО. Он проходит на базе Университета управления ТИСБе. Приехали генеральные секретари, руководители кафедр ЮНЕСКо нашей страны, представители Министерства образования и МИД России. А завтра Казань посетит генеральный директор организации Одре Азова. За 2 дня они обсудят проблемы образования, социальных наук и культуры. В ТИСБе приехали не случайно. Здесь находится одна из старейших кафедр ЮНЕСКо. У нас 3 ветви ЮНЕСКО. У нас, начиная со школы, у нас есть ЮНИВОК. Ветвь – это среднее профессиональное образование, и кафедра ЮНЕСКО – это высшее образование и наука. Самообложение больше не добровольное, задаются вопросом жители Арска. Кто не оплатил 300 рублей в местную казну, получили извещение о том, что им грозит штраф от 1 до 2500 рублей. По их словам, деньги берут даже с несовершеннолетних. Так ли это и законны ли такие санкции, разбиралась Анна Городнова. На дороге выбегают, везде, понимаете, здесь сплошь, рядом везде дети у всех. Нет, ни песка, ничего. Ни песочницы нельзя. Хотели детскую площадку и отремонтированную дорогу, но не знают, куда конкретно пойдут деньги. Решение референдума есть – собрать по 300 рублей с человека. Но платить некоторые жители отказываются. Пусть они конкретно расскажут, что это такое самообложение, для чего оно собирается. Весь народ возмущается, просто не все хотят выходить на, как говорится, в открытое поле. Не буду платить. Сказала, я не буду, потому что у меня группа первая, сын у меня не работает. Ольга Хайруллина говорит, заплатила бы, если не неприятный инцидент в прошлом году. Несовершеннолетний сын потерял паспорт, но в выдаче справки отказали. Убедили сначала внести добровольный взнос. Сыну моему еще 16 лет, он несовершеннолетний. А почему я должна платить? Она говорит, что все, кто имеет паспорт, тот оплачивает обязательно. В строгом порядке. Все. Да, иначе справки никакой не дадут, и паспорта мне не будет. С несовершеннолетних деньги не собираем, заверили нас в администрации. Но если и было, пообещали вернуть после заявления. В этом году жители Арска планируют собрать 5 200 000 рублей. К каждому рублю республика добавит 4. Куда пойдут деньги, есть конкретный план. Изначально по референдуму ведь были сами, то есть жильцы, у нас жители города Арск, они сами выбирали. То есть именно куда переочередные, это у нас на дороге, на освещение
И, то есть, там еще дополнительные вопросы. Это все было определено на референдум. День по 500 извещений. А эти письма отправят неплательщикам. Есть даже реестр самых злостных. Им грозит штраф. Извещения некоторые уже получили. Чтобы оплатить разовый сбор, жильцам устанавливали крайний срок до 21 февраля. Вот такие объявления развешивали на остановках и в магазинах. Но часть населения платить пока не торопится. Администрация пошла навстречу и продлила сроки до 27 марта. Предусмотрено административное наказание в виде предупреждения либо административного штрафа 1000 до 2500 рублей. Законно ли наказывать вроде бы за добровольные взносы? Жителям Черемшанского района, там тоже обеспокоены нововведениями, разъяснила сегодня местная прокуратура. В случае неисполнения принятых на местных референдумах решений о введении и использовании средств самообложения граждан, органы местного самоуправления вправе составить протокол об административных правонарушениях, а также взыскать указанные средства с граждан в судебном порядке путем обращения с соответствующим заявлением в суд. Есть и другой пример. Жители Зеленодольска через суд обжаловали штраф за отказ платить. Но цель не штрафовать, говорят в Арске, а активизировать жителей участвовать в программе. Анна Городнова, Алмаз Заидинов, ТНВ, Арск. Зима закончилась, но проблемы не растаяли. Обращения по поводу неубранных дорог на наш WhatsApp растут как снежный ком. Жители со всей республики сообщают о завалах и заносах. Просят подстегнуть местных чиновников, чтобы расчистили улицы, чтобы можно было пройти или проехать, в том числе скорой помощи и пожарным. Дмитрий Аринин не только проанализировал, но и съездил по одному из вызовов. Дальше уже Дмитрий, там можем застрять, конечно. Так мы сегодня ехали по одному бедственному обращению, по пути встретили другое. На узкой проселочной дороге в снегу увязла легковушка. Подкопаю? Самому водителю откопаться не получилось, как вместе с нами вытолкать машину. Вот взяли на буксир. С машину сами проходим, и вот мы помочь местному жителю выбраться из снега. Как рассказывает местный житель Валерий Новиков, такие непроезжие, здесь многие проселочные дороги. Скорая приезжает до сюда, застревает, никак не выедешь и не заедешь. Трактор, естественно, не чистит, как буденный на горячем скакуне пролетает. И все. Мы нашли этого тракториста. Частник работает по подряду местного сельсовета. Как говорит, на расчистку он выезжает каждый день. Делает все, что позволяет время и техника. Ну вот у меня клин, я до конца опускаю. Сколько он берет, я то и беру. То вообще кутлубука что-то 6 часов, 7 часов надо. Пока с той стороны начинаешь, уже с той стороны начинает уже звонить. Жалобы местных жителей мы передали руководству сельсовета. Как объясняет глава, на 20 километров внутри поселковых дорог у него всего 2 трактора. Дороги прочищаются. Да, я бы не сказал, что получается оперативно, к сожалению. Нет возможности содержать 3 трактора. Подстегнуть местных чиновников прислать технику просят не только в этом районе. На наш редакционный номер в WhatsApp пришло более 30 подобных сообщений. Это Каибицкий, Балтасинский, Алексеевский, Альметьевский, Лениногорский районы. Очень много сообщений с просьбой о помощи приехать и снять ситуацию с дорогами. Дороги завалены снегом, не могут проехать ни скорая помощь, ни пожарные машины. Где-то, как только мы беремся за разработку темы, техника тут же находится. Так сегодня проблема решится в Чистополе. А неделями ранее, после выхода сюжета, из-под снега вызволили деревню в Высокогорском районе. Конечно, очень приятно, когда люди звонят, пишут со словами благодарности, значит, видят результат нашей работы. Значит, мы работаем не зря. Если и на вашей улице не могут разгрести снег, обращайтесь по нашему номеру в WhatsApp. Мы постараемся помочь. Сообщения принимаем круглосуточно. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань, Рыбно-Слободский район. Не превращайте наш микрорайон в каменные джунгли. С такой просьбой жители солнечного города собрались на сход. Они узнали, рядом с их домами возведут еще 4 многоэтажки, а им бы школу да парк. Так что же будет на пустыре, узнавал Рамиль Шайдулин. Отвечу на вопросы. Согласно пока стройке, которая началась вокруг нашего дома. Новость о том, что рядом может появиться новая высотка, удивила не только жителей, но и управляющую компанию. По их словам, долгие годы и они, и жители были уверены, пустырь, сегодня обнесенный забором, как минимум для торгового центра. В 2013 году мы переехали в феврале месяце. Мы специальный проект смотрели, выбирали квартиру, чтобы смотрел сюда открытый торговый центр. Мы все этого ждали. Хотя, в принципе, на нашей территории нам не хватает школы.
Это катастрофически, просто не хватает мест в одной школе, которая на Ахунова находится. Они мне сказали, что о том, что в том году были слушания, и какая-то часть проголосовала за, какая-то против, поэтому решение этого вопроса они так и не узнали. Но на данный момент, когда я начала собирать подписи, все писали вот в таком вот формате: фамилия, имя, квартира и подпись, и против стройки. Почему управляющий о том, что было это слушание? Вас не возмутил этот вопрос? Как это провели вообще ваше отсутствие? Без меня обвинили? Как выяснилось, в слушании по судьбе этого пустыря принимали участие только часть жителей микрорайона. Остальные не были оповещены. Прозвучал этот вопрос сегодня на брифинге в Доме правительства. Мы ожидаем какие-то варианты решения, ответы от города. Пока не могу сказать, какое решение они там приняли. Насколько мне известно, этим вопросом город занимается, потому что это находится в ведении муниципалитета. В мэрии уже ответили, что здесь официально начато строительство 4 многоквартирных домов. Разрешение на это было выдано еще в июне прошлого года. Дополнительно информируем, что на территориях, расположенных поблизости от микрорайона «Солнечный город», предусмотрено размещение 5 общеобразовательных учреждений с общим количеством 7,5 тысяч мест. С нашей стороны мы все-таки постараемся достучаться до исполкома, до администрации, пригласим их на следующее собрание, чтобы они все-таки сделали пояснение. Встреча запланирована на начало следующей недели. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Татарстана. И вот о чем далее. Кто под прицелом, а кто на крючке. У нас вот такая вот новенькая щучка, многосегментарная, на кевларовой основе. Об особенностях татарстанской рыбалки и охоты Алия Хайрудинова. Провожают зиму, встречают весну и готовят блины. Как Масленицу отмечают в республике, увидела и Альбина Асылгараева. Его называют самым секретным татарином страны. Его разработки были грозой для врагов Советского Союза. Система опознавания свой-чужой до сих пор на страже обороны России. Сегодня конструктору и ученому Ильдусу Мастюкову 91. О чем сегодня вспоминает гений инженерной мысли, поинтересовалась Юлия Муратова. Самое главное, здоровье, Руслан. Ладно? Давай, береги себя. В 91 это как никогда актуально. Именно столько сегодня исполнилось гению конструкторской мысли Ильдусу Мастюкову. Сейчас Ну все, уж весна, Ильдус Исламович. Его всю жизнь называли секретным татарином СССР. Ильдус Мастюков возглавлял конструкторское бюро. На его плечах дело государственной важности. Нужно было совершить революцию в госбезопасности. В итоге под его руководством была создана самая передовая система распознавания в мире – свой-чужой. Он занимал должность генерального конструктора Союза СССР. Безусловно, это как магическое воздействие на всех. Далеко не каждому государству доверяет свои тайны. Первая система распознавания появилась еще до Великой Отечественной, но долгое время она оставалась уязвимой перед врагом. Секретные коды каждые 2-3 года распознавал противник. В разгар Карибского кризиса только одна фраза вдохновила Ильдуса Мастюкова довести до ума несовершенную систему. До каких пор вы будете ставить страну на колени? Разработайте такую систему, которая не дискредитируется при попадании аппаратуры в руки противника. На счету известного ученого-исследователя более 50 научных работ в области геолокации. В науке он остается и по сей день. Откуда столько силы и энтузиазма в его возрасте, не скрывает. У меня отец был такой очень трудолюбивый человек. Вот. Я всегда пример брал с него. Человек, который при жизни является легендой, он руководил научно-исследовательским институтом радиоэлектроники, является создателем действительно уникальных систем. И вот сегодня его школа, созданная им, его ученики, продолжают его дело. Уникальную инженерную идею переняли 40 государств мира. В нашей стране она до сих пор на страже безопасности. Как говорит сам ученый, у него в запасе еще миллион идей. Юлия Муратова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. К другим новостям. В Татарстане растет численность зайца-русака, глухаря и рябчика. Чтобы не снижать темпы, в феврале создан заказник Шорский. А вот на сурка охоту запретили на 3 года. Сегодня Госкомитет по биоресурсам подвел итоги за 2018 год. Задачи на этот поставил премьер Алексей Песошин. Что сделано и над чем еще предстоит поработать, расскажет Алия Хайрудинова. Это так зазывают уток, но сюда слетелась не дичь, а рыболовы и охотники. Предприниматели стараются не только удивить новинками, организовали мастер-классы. У нас вот такая вот новенькая щучка,
многосегментарная на кевларовой основе. Мы ее представили в том году осенью, то есть очень много отзывов, очень много пойманной рыбы. Красивый, симпатичный, я такого не видел никогда. Гостей из Волгограда уже ждут. Казачьим клинкам и попахам предпочитают ремни. В Казани есть казаки, тоже просят привозить, чтобы также могли приобщиться ближе к своей культуре. На ярмарке рыболовы и охотники могут не только познакомиться с новинками отрасли, но и сфотографироваться с охотничьими птицами. О проблемах рыболовов и охотников на коллегии Госкомитета по биоресурсам. О них глава ведомства Федор Ботков. Например, экономическая оценка запасов охотничьих животных республики составляет 1,5 миллиарда рублей. И тут важен учет животных. Нами выявлены были следующие нарушения. Такие как применение снегоходов на второй день учета. И самое главное, попытка нарисовать треки в Бомтасинском, Тетюшком, Этнинском, Апатовском и Росмоковских охотчих хозяйствах. Сработал и надзорный орган комитета. В 2018-м было пресечено более 1000 правонарушений, взыскано 7 миллионов рублей. Возбуждено 86 уголовных дел. Непростым будет и этот год. Задача от премьера Алексея Песошина. Необходимо усилить контроль за хозяйственной деятельностью на особо охраняемых природных территориях в части исключения несанкционированного строительства, освоения полезных ископаемых, жилого строительства, если это не разрешено действующими положениями. Еще задача – научить рыболовов и охотников пользоваться электронными госуслугами. Через портал, например, можно получить билет, о нарушениях сообщать в народный контроль. Алия Хайрудинова, Ренат Сафин, ТНВ «Казань». Сегодня Конституционный суд республики посетила делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Стороны обменялись опытом, задали интересующие вопросы по организации и работе местного самоуправления. В составе делегации представители Нидерландов, Ирландии, Франции и Греции. Они также инспектируют соблюдение Европейской хартии местного самоуправления. Это документ, направленный на защиту и укрепление региональной власти в 47 странах, в том числе и в России. Сегодня в Казани простились с известным фотографом Шамилем Абдюшевым. Его не стало накануне. Он не дожил до своего 70-летнего юбилея буквально несколько месяцев. Попрощаться с ним пришли друзья и коллеги. Фотожурналист работал с известными изданиями. За Шамилем Абдюшевым большая коллекция эксклюзивных снимков. Как рассказывают коллеги, собирался организовать очередную фотовыставку, купить новую фотокамеру. Масленичная неделя в разгаре. Сегодня скоромная середа или лакомка. В этот день зять приходил к теще на блины. На угощение сегодня ждали и жители республики. Так блины пекли в Нижнекамске, чучело сожгли в Казани. Альбина Асылгараева тоже проводила зиму. Блин на масле, как это вкусно, со сковородки да на тарелку. Блин с повидлом, да со сметанкой, на свете нету еды вкуснее. Господи, благослови. Вот они с пылу с жару, кружевные, тонкие, с золотистыми краями. В трапезной храма Воскресения Христова пекут блины с самого утра. Попробовать их может каждый, здесь в угощении не откажут. Иисусе, маме обещал тебе страстный, о Иисусе мой покаяние. Блины здесь пекут с начала недели. Разные, традиционные и авторские. У каждой хозяйки свой рецепт. Ажурные оладьи с начинкой. Главное, чтобы в масленичную неделю стол ломился от угощений. Самое главное блюдо — молочные продукты, блинчики на столе. Оладушки. И стол, наверное, чтобы был богатый, да? И стол богатый, обязательно, чтобы был стол богатый. Прошу вас к столу. С икрой, рыбой, вареньем и, конечно, сметаной. Более 200 видов блинов. А еще разноцветные, даже по рецепту супруги Льва Толстого. Он очень любил их. У каждого свой секрет блинов. Вы уже много людей угостили? Многих. А, кстати, мы вот с этой Бабой Ягой уже обнимались. Обнимались с Бабой Ягой? Она сказала, приходите. А вы ее угостили блинами? Да, мы ей предложили. Она говорит, на обратном пути, говорит, возьму у вас. Сейчас не останется уже ничего. Спасибо. Вот для бабушки у сладок колдовство творит.
Масленица – это не только сытно, но и весело. Сегодня в Казанском парке «Крылья Советов» прошло театрализованное представление «Баба-Яга, скоморохи и весна», которую выкрали. Ну, кушают блины, отмечают его. В том году мы были здесь же, да? Да. В том году очень понравилось. Масленица была чудесная просто. Масленица – это старинный праздник, и здесь свои ритуалы. Одно из них – сжигать чучело и водить хороводы. Традиционно в Масленицу жители водят вот такой вот своеобразный хоровод. Таким образом они провожают зиму и встречают весну. Завтра гуляние пройдет в поселке Сухая река и нацмузее. 10 марта горожан ждут уже на озере Лебяжье. Там развернется главное действо Масленицы – проводы зимы. Альбина Асылгараева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Далее нам расскажут, какая погода нас ожидает завтра, после чего на ТНВ вызов 112. Но я прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Манеж-1, историй много. На север в упряжке, к востоку на верблюдах. Билет по миру, билет на шоу Гии Радзе. Месяц в Казани, и уже знакомому зрителю новое представление. И сейчас мы опять же готовим новые номера, которые мы покажем казанскому зрителю впервые. Людмила Суркова, принцесса цирка, среди своих королева. 10 хищников в клетке, родные. Кому-то тигры, кому-то медведи. Екатерина Плотникова, хозяйка косолапых. Для нее мохнатые прыгают, пляшут и играют на балалайке. И для меня это не грозный хищник, а мое любимое чадо. Понимая, что они выступают, что они артисты, они работают на зрителя. Удивительнее, чем звери, люди. Акробатическая дорожка, турники, воздушные акробаты и гимнасты. А в финале Русь, призер самой престижной цирковой премии. 2 часа и зал в восторге. Приходили, приходят и будут приходить, ведь их тут ждут. А хорошего цирка много не бывает. Лилия Кашфарова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Первая золотая медаль Татарстана на универсиаде. Сноубордистка Емелена Быкова стала первой в дисциплине параллельный слалом. В полуфинале Милена оказалась быстрее Елизаветы Салиховой. В решающих заездах соперницей Быковой стала еще одна россиянка Наталья Соболева. Эта медаль стала второй для татарстанской спортсменки на зимней универсиаде в Красноярске. Ранее она завоевала серебро в дисциплине параллельный слалом. А лыжница Христина Мацокина завоевала серебро в спринте. В финальном забеге она уступила победительнице гонки чешки Петре Хинчиковой меньше секунды. Просто я слышала со старта поддержку трибуны, я слышала на финише, как все кричали, и Россия, там и Милена, и просто, очень приятно, очень много эмоций положительных. Для меня это просто впервые в России, то, что за меня прям столько народу болеет. Первая сенсация на чемпионате по хоккею с мячом. 7-я команда оказалась сильнее второй. «Динамо Казань» на своей площадке обыграла одного из фаворитов турнира «Московская Динамо». Без главного тренера и молодого игрока Ильяс Хандаев и Владислав Веселов, напомним, выступают на универсиаде в Красноярске. Такого развития событий не ожидал никто. Команда, для которой выход в плей-офф оценивали уже большим успехом, смогла отправить москвичей в нокдаун. Встреча завершилась со счетом 4-2 в пользу хозяев. Ответный матч пройдет 8 марта в Москве. Для выхода в полуфинал необходимо одержать 2 победы. На выезде казанцам будет непросто. Главную роль в сегодняшнем матче – это бойцовские качества ребят. Желание победить, желание бороться. Я очень ими доволен, самоотдачей их. Они выполнили то, что я от них просил. И в завершение к баскетболу. В Казани прошел первый матч 1/4 серии плей-офф, в котором «Уникс» принимал «Локомотив Кубань». Хозяева уверенно начали встречу, выиграли первую четверть с разницей в 4 очка. В заключительном игровом отрезке подопечные Привтиса продолжали контролировать игру и одержали крупную победу 86-66. Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколум, набравший 32 очка. Ответный матч пройдет в Краснодаре 8 марта. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде через пару минут. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Поздравляет с наступающим 8 марта и дарит 20% скидку на заказ кухни в марте. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166.
Тонтана, Озанның өр-яңа мәҗлисханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли-ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Тантана – новый банкетный ресторан в Казани. Вкусные халяльные продукты, красиво украшенные залы. Банкетный ресторан «Тантана» – идеальное место для проведения национальных торжеств, никаха и юбилеев. Казань, Декабристов 8, телефон 297 11 11. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики -5, -6. Весь день будет снежным. На северо-востоке Татарстана также не обойдется без осадков. Там -5. На севере Татарстана аналогичная ситуация -5, -6 градусов. На северо-западе республики 4-5 градусов ниже 0. Пройдет снег. На юго-западе Татарстана ожидается ясный и теплый день -3. В центре Татарстана переменная облачность и -5. Спонсор показа – клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. В Казани будет ясно и солнечно. Днем -3, -5. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. В магнитном поле Земли спокойно. На дорогах очень скользко. Будьте осторожны. На этом наш выпуск завершен. До свидания.